Майнапши. Приветствую всех. Сегодня второй подкаст, посвященный разбору старых адыгских песен. Сегодня на очереди тоже очень известная песня. Песня, которая пережила многие года. Песня, которая сейчас получила второе дыхание благодаря новым исполнителям, новым подходам к ее исполнению. Эта песня называется «Кабардыжештео Миурет». Песня ночного нападения кабардинцев. Для начала давайте ее послушаем, а потом будем анализировать содержание песни. Кабардейма я жештева, хаздыр вардау камурзат, мирзабач, хабазтышкар яжух. Кабардей шамиля шоу, ясерия, уизаруха хасима хасим. Кабардей шамиля дежеште вазерия.
Вот такая очень драматичная, очень энергичная песня, вселяющая, мне кажется, мужество в сердца тех, кто ее слушает даже без понимания сути как бы самой песни. В каждой песне есть своя энергетика. Энергетика этой песни такова, что, на мой взгляд, что она побуждает быть сильным, мужественным, не сдаваться и так далее. Сегодня мы будем использовать в качестве вспомогательного материала ту же книгу, что и ранее. Называется она, напомню, «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов», том 3, часть 1. Над книгой работали составители Зарамук Артангушев, Заур Наоев, редактор Гиппиус. Вот. Теперь тот вариант песни, который вы услышали перед этим, перед моим комментарием, сохранился благодаря старикам из аула Хабес, Карачаево-Черкесия современная. Тот, кто запевал песню, запевала, это знаменитый исполнитель, знаток адыгского фольклора Мурзабек Ардуков. Партию ежу, то есть подпевку, исполняли Чалимат Газджишев, Яхья Дамалеев и Заурбек Шкемов. Записал эту песню в 1963 году Зарамук Артангушев. Перед тем, как начать разбирать содержание песни, надо, мне кажется, немного ввести в курс дела тех, кто не в курсе событий, описываемых в этой песне. Эти события были в 1779 году, и они попали в историю под названием «Семимесячная война». В чем смысл этой войны? После того, как на землях Кабарды были построены крепости, кабардинские князья и дворяне пытались несколько лет дипломатическим путем решить вопрос в Петербурге. То есть они послали дипломатов в Санкт-Петербург к императорскому двору и просили того, чтобы вот эти крепости, построенные в Моздоке и в других частях тогдашней Кабарды, чтобы их разрушили. Почему? Потому что эти крепости мешали нормальному, эффективному функционированию организма Кабарды, политического и экономического организма Кабарды, и, соответственно, была просьба эти крепости упразднить. Однако ничего из этого не вышло, и под конец, испробовав все дипломатические как бы методы решения вопроса, кабардинские князья решили как бы начать уже военные действия. Начались они весной 1779 года и закончились осенью того же года. И эта песня, которую мы сегодня слушали, она посвящена конечной точке описываемых событий, и произошло это по старому стилю 10 октября того же года. Произошло около современного селения Психурей в Баксанском районе, в долине реки Малка. И, соответственно, давайте начнем разбирать эту песню, ее содержание, ну и будем потом комментировать по ходу как бы суть события, которые здесь описываются. Вот перевод песни я не знаю, кто сделал. Предполагаю, что из этих авторов, скорее всего, Заур Наоев. Ну, так или иначе, это все авторы очень авторитетные. Я не думаю, что есть кто-то менее, кто-то более авторитетный. Но в любом случае, это хорошее подспорье для того, чтобы понять содержание песни. Давайте я буду зачитывать сначала кабардинский вариант, потом я буду зачитывать русский перевод, который есть в исполнении вот этих авторов. Кабардейхами шугуфу исри зарухасри машеср. В Кабарде всадников славных сколько есть, все совет держат и на коней садятся. Я думаю, что вполне себе понятное содержание. Любое как бы решение, конечно, оно сопровождается общим советом, то есть нет какого-то единоличного как бы мнения в этом случае. Есть всегда какое-то общее мнение, общий знаменатель. Вот. Вообще,
если мы говорим о том ополчении, которое принимало участие в этой войне со стороны Кабарды, то оно было собрано, скажем так, как говорится, вопреки мнению старшего князя Кабарды того времени, Джанхота Татарканова, и собрал это войско другой человек, другой кабардинский князь, имя которого я озвучу чуть позже. И, соответственно, это была та партия, которая решила, что необходимо вести уже военные действия, дипломатия себя исчерпала. Соответственно, вот эта партия войны, она собирает совет, и славные всадники решают вступить в войну. И, кстати, на стороне Кабарды в войне принимали участие тимиргоевцы, тимиргоевские черкесы во главе с Шамбулатом Балтуковым, по-моему, малые нагайцы, некоторые, по-моему, балкарские водительные там узени, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, то есть это было такое многонациональное. А еще абазины, естественно. Это было многонациональное войско, ополчение. И идем дальше, да. Вторая строка. Кабардейхами ти жештеважр лагаж. Кабардинское наше ночное нападение, грозное, мужество великое. Почему ночное нападение? Потому что последняя точка этой войны, то есть последняя как бы локация этой войны, она была, как я сказал, в районе современного села Псхурей. И как гласит предание, гласит сама песня, и как гласят источники, битва была таким образом. На рассвете рано утром кабардинское войско, которое было, конечно, на отдыхе, было, скажем так, отгорожено от своих коней. То есть коней, которые пасли ночью, отогнали в отдаленное место, и, соответственно, конное войско стало пешим. А это как сейчас, не знаю, танкиста лишить танка. Да? Это уже не танкист. Поэтому кавалерия превратилась в пехоту. И в таком виде, да, рано утром войска имперские, они окружили это ополчение и напали на нее. В этом третья строка «Дуняижми шедхашажиным дыфутла». В этом мире недобро, что нам жить осталось, пусть лишимся. То есть мы готовы к смерти. Четвертое. «Дашаитура дезаратланур нахавш». Здесь переводится как «что мы святыми умрем, это лучше». Тут святыми имеется в виду мучениками, да, шахидами. То, что мы умрем шахидами, это лучше. Нам в этом бренном мире уже нечего как бы делать. Мы готовы к смерти. Смысл такой. Уар сихан шисаура зарешемети жисангам. Хоть он мой кан, неправды о нем не скажу. Тут надо сразу уточнять, что за кан, кто не скажет и так далее. По преданиям, эту песню сочинил знаменитый Джагваква, которого звали Таука Тлепшука. Соответственно, если предположить, что автором этой песни является именно он, то он говорит от себя. Он автор песни, он говорит, что я сейчас буду говорить о моем кане, то есть воспитаннике, и хоть он мой кан, да, все, что я о нем скажу, будет правдой. У адыков как принято? Нельзя хвалить своих сыновей, своих детей. Это очень некрасиво, соответственно. И кан — это не кровный сын. Это тот сын, которого ты воспитал, которого тебе дали на воспитание, на это отчество. Соответственно, воспитанник не может сказать о своем кане, что это очень положительное, это будет некрасиво, нескромно с его стороны. И поэтому тут автор этой песни сразу делает оговорку. Хоть он мой кан, все, что я о нем скажу, это правда. Неправды в моих словах нет. Он заранее извиняется, что будет хвалить своего как бы кана. Получается, что описываемый человек — это воспитанник реально Таука Тлепшука. Я не знаю, насколько это правда, но как бы из содержания песни именно следует такая мысль. «Мырхаб сашхоми джеды Джафар ифочт». Как скорлупа стрижиного яйца, тонок его ружья ствол. Очень красивое сравнение, мне кажется. Почему? Потому что имеется в виду, что видимо, то, что тонкий ствол ружья — это, видимо, знак качества.
Почему? Потому что чем менее тяжелое оружие, да, тем легче его носить и из него стрелять. Соответственно, это то же самое кольчуга. Чем кольчуга как бы легче, тем она как бы ценнее. Но при этом, конечно, и кольчуга, и ружье не должны терять там в своих качествах, естественно. Дальше. Уэр дышачим кахаляфагар и уазет. Из золотого прута отлита его ружья-мушка. То есть второй строкой автор песни Джек Ваку описывает вооружение всадника. В данном случае мушка ружья. 8. Мыр гъуазэжьми пыщӏэрымыплъурэ къагъауэ. На мушки не глядя в нас палят. Тут уже не мушки, скорее всего, ружей. Наверное, имеется в виду уже имеются в виду эти пушки. Как известно по, опять-таки, документам, по преданиям, эта битва была таким образом. Разоруженное войско, которое стало пешим, оно в них сначала ударили пушками. То есть пошел артиллерийский обстрел, видимо, картечь, пушки, и уже после этого в дело вступила кавалерия. Поэтому я думаю, что здесь имеется в виду уже именно пушки, а не ружья. Дальше 9 строка. Карамханами и топж гаваджара каваф. Перевод этой строки такой авторов. Крымского хана пушкарей от пушек отгоняют. Данная строка лично для меня является самой непонятной и неоднозначной в плане перевода. Почему? Попытаюсь объяснить. Если следовать вот той мысли, которая заложена в этот перевод, то все понятно, да? У крымского хана пушкарей от пушек отгоняют. Но тут не совсем понятно. Пушкари, то есть те, кто стреляют из пушек, которые крымского хана, они воевали на стороне Кабарды или на стороне Российской империи. Да? Если на стороне Кабарды, я, допустим, не знаю сведений, согласно которым кабардинское войско тогдашнее обладало пушками. Если эта мысль правдива, то получается, что в русских войсках, в войсках империи были крымские пушкари. Не знаю, насколько это правдиво. Я бы перевел эту строку по-другому. Еще раз ее зачитаю. Кармханами и топж габачара каваф. Методом стрельбы ханских пушкарей их выгоняют. Я вот так перевожу эту строку. И таким образом, мне кажется, эта строка приобретает более понятный смысл, который заключается в следующем. Если представить себе картину, при которой у нас есть пешее войско, оно обстреливается пушками, то, скорее всего, идет, скажем так, это пешее войско, оно находится в каком-то, не знаю, то ли окопе, то ли, не знаю, за каким-то холмом, то есть они пытаются спастись, скрыться, они ведут борьбу из-за укрытий. И если по ним стреляют из пушек, то их заставляют выйти из своего укрытия. Мне кажется, вот здесь именно такой смысл. То есть пешее войско выгоняет из укрытий. Вообще, как говорится и в песне, и в других вариантах песни, и как говорится в документах, черкесам было предложено сдаться. Но они, естественно, отказались, как отказывались всегда. И это был, скажем так, уже... Мы воспринимаем сейчас это как что-то экстраординарное, когда люди не хотят сдаваться и предпочитают смерть плену. А в те времена это была обыденность. В этом не было ничего интересного, это было закономерностью. Почитаем 10 строку. «Уэши юфуэра ментамбергум шуфейпс». Вражеских воинов имеется в виду, хотя это здесь не озвучивается, от войска отгоняя, в поле рубит. То есть человек, которого описывают, он отгоняет вражеских воинов в поле, открытое поле, и там их зарубает, рубит. 11 строка. «Уа лоу жри незджа парыплят, ност». «Уа лоу могучий
из-под челки глазами кося прискакал. Лёл имеется в виду лошадь лововской породы. Ловы — это абазинские князья, и у них была очень известная лововская порода лошадей. И иметь тогда, в те времена, под собой лововского коня — это как сейчас, допустим, быть за рулем BMW, Ferrari и так далее. Это было самое дорогое, наряду, может, с шолоховской трамвской породой, что можно было приобрести, если мы говорим о конях. Соответственно, вот этот человек, чьи подвиги описываются, он сидит верхом на коне лововской породы. Муж, что на нем, левой рукой плетью его хлещет. И вот здесь как раз делается сноска. Согласно обычаю, плеть в левой руке держал вестник горя. Да, вообще держать в руке плеть левой рукой, спешиваться с коня с левой стороны, садиться на коня с левой стороны — это всегда признак горевестника, то есть человек, который несет горестную весть. А в этом случае, я думаю, что герой держал плеть левой рукой из-за того, что, скорее всего, правой рукой он дрался. Да? Правая рука, он правша, правой рукой он дерется, а плеть у него находится в левой руке. Встречных весеннему грому подобно, уи марже поражает. Очень красивое сравнение. Действия всадника сравниваются с действиями, скажем, не с действиями, а с силой весеннего грома. Видимо, весенний гром, по представлениям адыгов, был наиболее энергетически мощным, поэтому вот герой получает такое изумительное сравнение. 14 строка. Хотя этот всадник был волен, имеется в виду уйти, 3 месяца сражается. И тут идет как раз сноска. Кабардинская конница была ополченским войском. Любой всадник мог уйти домой и возвратиться в ополчение, когда считал нужным. То есть это не современная армия, согласно которой ты, допустим, если покинул расположение части, являешься дезертиром. Это было ополчение, это была партия, которая собиралась по личному желанию каждого участника. И, безусловно, покинуть это ополчение в минуту трудностей считалось поступком низким, и я думаю, что это происходило крайне редко. И тут как раз тот герой, о котором говорят, он 3 месяца сражается, хотя у него есть право уйти, когда ему вздумается. 15 строка. «Оя зыхари хатхая шишипама, кайтахоя хоча хамрзачаш». Он из рода какого, если спросишь, то это Кайтук Ильхамурза Короткий. Вот это и есть имя того человека, о котором поется в песне. Зовут его Кайтук Ахамурзин. Короткий, имеется в виду, видимо, его еще называют Тачаш, короткий муж, или Чаш, короткий, наверное, из-за его роста. Согласно преданиям, именно он, скажем так, возглавил партию войны вразрез с партией Джанхота Татарханова, тогдашнего верховного князя Кабарды, и, соответственно, имя этого человека воспето в этой песне. Но я уверен в том, что если убрать здесь имя Кайтука Хамурзин и поставить другое имя, это будет равноценно. Потому что, так или иначе, это войско, я думаю, показало одинаковую храбрость, раз они все погибли, не желая сдаваться, то я думаю, что имя этого человека было поставлено только из-за того, что он был предводителем, он был главным. Но я не думаю, что его спутники были менее героическими, чем сам Кайтук Ахамурзин, но это была традиция стихосложения. 16. Капардехами здрагажахар врахуй ашхар. Сразу зачитаю 17-ю. Мырзаважри дынагасахар уи хорей купгаш. Кабардинцы войну начали у Выруха холма. Войну великую они довели до Курейской степи большой. Что такое Врух-холм, непонятно. Здесь есть сноска, что это, видимо, некая локация, которая была в районе города Георгиевска.
Но то, что такое Курильские степи, это более понятно, это однозначно понятно. Курильские степи — это современные степи, современные поля Курского района Ставропольского края. В принципе, именно из-за вот этих Курильских степей и началась эта война. Почему? Потому что для Кабарды Курильские степи имели крайне важное значение, потому что в этих степях паслись многочисленные стада кабардинских князей, дворян. И если мы говорим про экономику Кабарды, то Курильские степи играли огромное значение. И если ты лишился этих степей в то время, ну, это, не знаю, подобно тому, как, допустим, лишить какого-то крестьянина сахи, лишить вала, как он будет пахать, как он будет жить. Поэтому эта война она была вынужденная. Лишившись вот этих степей курейских, жизненно важных, они пытались решить вопрос князья Кабардинские мирным путем. Это не получилось, и получилась война. Крайняя точка, вынужденная как бы мера — это война. Война, которая была в 1779 году, и вот эта битва, она случилась 10 октября по старому стилю. Это и есть песня кабардинского ночного нападения. Это одна из версий, их много. В том числе есть придурские, шапсукские версии, есть версии черкесской диаспоры Турции, допустим, Сирии, есть версии других частей исторической Черкесии, кабардинские, то есть версий много. На сегодня мы как бы взяли в оборот анализ только одну версию, Мурзабека Ардокова, она очень известная, поэтому я думаю, что для первого как бы раза это правильное решение. Вот я надеюсь, что этот разбор был для вас полезный, что он вам понравился. А если вдруг у вас есть другое мнение относительно как бы сути этой песни, я буду рад вашим комментариям, я буду рад диалогу конструктивному. Вот, все-таки любая старая адыгская песня, она все-таки спорная, потому что когда ты перед собой имеешь текст XVIII века, который отличается от твоего современного языка, то ты можешь чего-то не понять. Поэтому в споре рождается истина. Я жду ваших комментариев. Спасибо за внимание. Еще увидимся.